Дмитрий, добрый день. Я рада приветствовать вас на передаче «Актуальное интервью». И прежде всего я бы хотела вас поздравить с таким ошеломительным успехом. Вы участвовали впервые на 31-м кинотавре, и у вас сразу 3 награды, включая Гран-при. Расскажите, пожалуйста, какие у вас эмоции были в момент, когда вам вручали все эти статуэтки, и как вы восприняли победу на кинотавре? Ну, у нас была большая радость, конечно же, да, была большая неожиданность, потому что были свои какие-то там громкие имена. Но в конечном итоге, когда мы получали, была большая радость не только за нас, а за все якутское кино. Большой успех всего российского регионального кино. Немножко расскажите, пожалуйста, про сюжет, потому что многие якутяне не видели трейлера, естественно, фильм еще не вышел на большие экраны. О чем этот сюжет и что вы хотели этим фильмом показать и доказать людям? Это история о 45-летней знахарке, женщине. У нее очень большой стресс, она одинокий человек, который не принимается обществом, и она старается от общества тоже отходить. Она обладает даром лечения. И люди ее не очень хорошо любят из-за ее поведения, из-за ее образа жизни. Но в конечном итоге, рано или поздно, все приходят к ней. Если какая-то случается беда, если надо пролечиться, все равно обращаются к ней. И она не может никому отказать, она лечит собой. Поэтому каждому человеку, который к ней приходит за помощью, она отдает себя. И вот постоянно ей приходится отдавать себя. Скорее всего, еще история об одиноком человеке, о проблеме маленького человека, о проблеме белой вороны, то, что есть у нас в обществе люди, которые не принимаются обществом по ряду каких-то причин. И, скорее всего, это история о том, что в любом случае надо исправлять свои ошибки. Не буду сейчас все раскрывать и как-то объяснять. Мне интересно, чтобы зритель сам не то что догадался, а может какое-то свое мнение определил. Главную роль исполняет Валентина Романова, Ческырой. Исполняет она ее блистательно. Всем и немного пугало, да, наверное, в какой-то степени. Вот этот образ, он списан с реального человека или вы его выдумали, придумали? Вообще, сама эта история была придумана лет 10 назад. Я тогда еще не был в кино. Я работал с подростками в школе. У нас был клуб подростков. Мы прорабатывали какие-то сценарии, делали любительские какие-то ролики. И вот была одна из историй такой, она была изначально немножко криминальной. Там есть такой персонаж участковый, и она с ним работала по поиску людей и так далее. Потом я все-таки эту идею маленько приостановил. Я снял ряд фильмов. В 2018 году все-таки пришел к мнению, что надо все-таки поднять эту историю и снять ее. Прототипов нет, это абсолютная фантазия. Я даже не встречался с такими людьми, которые обладают даром, поэтому это все было в голове придумано. А как так вышло, что огромный проект вы уместили всего лишь в 10 смен? 10-14 смен – это мой норматив съемок. Сняли, да, за 10 смен, потому что у нас были сложности по оборудованию, по команде, потому что кто-то спешил на другие проекты. Были сложности по актрисе, кстати, по Валентине, потому что мы вели переговоры с ее руководством, потому что там были спектакли. И буквально она отработала спектакль и на следующее утро приехала ко мне. Поэтому прямо вот работали в срок. У меня все истории камерные. Я съемки провожу у себя в Амге, где все знакомо, где меня все знают. И если какие-то возникают сложности в процессе съемок, все это быстро решается, поэтому успели. То есть Амгинский район, деревушки Амгинского района стали такими живыми декорациями, а люди, реальные жители, стали актерами. Ну да, потому что мы снимали в разных поселках. Это была и Абага, ну вот такие поселки Битюнь, Чепчелган, Амга. Снимались у меня тоже простые жители, которые у меня снимались и ранее, поэтому они уже знакомы, что такое съемка кино. Наверное, жители Амги тоже с нетерпением ждут, да, когда вы начнете очередной проект, чтобы принять участие. Есть у меня постоянные актеры, которые из фильма в фильм снимаются. Я стараюсь искать новых актеров, как бы вот такую большую команду делать. Если будут какие-то следующие съемки, я изначально буду ориентироваться на свой костяк.
Ну и что касается основной съемочной команды, сколько человек в ней было? Вот я, например, знаю, что у вас вместе с вами работал один из лучших операторов Якутии, это Семенов Иван. А съемочная группа была у нас небольшая, по-моему, если не ошибаюсь, где-то человек 8 у нас было. Иван Семенов, я с ним снимаю все свои фильмы, начиная с первого. Звукооператором у нас выступил Иннокентий Сивцев, тоже наш знаменитый звукооператор. А монтажером выступил тоже мой земляк Степан Бурнашов, тоже знаменитый якутский режиссер. Я пытаюсь набирать еще ребят из Амги самой. Мне интереснее искать желающих, у которых горят глаза вот у себя на месте в Амге, и из них делать костяк. Потом, возможно, например, чтобы они сами уже свое кино снимали. А почему вы стараетесь выбирать таких непрофессиональных, скажем, актеров? Во-первых, у нас, конечно, ограниченный бюджет. С другой стороны, мне всегда было интересно работать именно не с актерами, а с людьми, которые очень близко подходят к роли, например. Да? На роль Валентины, на роль Пугала, просто у меня в моем окружении вот этих актеров у себя в Амге не было никаких вариантов, кто бы смог сыграть, потому что роль все-таки такая была откровенная, там были такие очень жесткие сцены, там сцены раздевания есть. Поэтому я стал все-таки присматриваться, кто у нас в республике смог бы это снять. И у нас есть вот замечательная Валентина Романова. По духу, я думаю, по ее образу это очень близкая роль для нее. И потом она, конечно, сама мне признавалась, ну и везде она говорит то, что она прямо в точку. Потому что я, когда ей позвонил, она прямо сказала то, что почему так долго мне не звонила. То есть она ждала свою роль. Вы затронули тему финансов и бюджета. Скажите, пожалуйста, у фильма были какие-то спонсоры и каков у вас общий бюджет? Ну, бюджет у меня опять небольшой, 1,5 миллиона рублей. Очень сложно снимать, конечно, на такой бюджет. Я, наверное, в последний раз такое делал. Большую поддержку мне оказал фонд поддержки якутского кино. Называется «Синец Ахавут». Это Арсен Томский и вот его команда. Часть средств была оказана мне поддержка со стороны администрации моего района. Благодарность главе района. И часть средств были мои. Я так собрал 1,5 миллиона, получается. Мы пытаемся делать качество. Нам нужна хорошая картинка, хороший звук, а это стоит денег. Для нас находиться на одном и том же уровне, это как бы стагнация, получается, и спад. Нам надо постоянно идти вперед. А чтобы идти вперед, чтобы делать масштабнее, больше, качественнее, лучше, чтобы это смотрелось в формате, например, российского кино как бы на одном уровне, это стоит, конечно, денег. Бюджеты якутских фильмов, они, конечно, будут расти. Ну и скажите, пожалуйста, такой вопрос. Любой автор, любой творец, он вкладывает частичку себя в создание того или иного образа. Вы ощущаете себя немножко пугало? Возможно, что-то такое я вкладывал свое, да, внутреннее. Но для меня, как для автора, в первую очередь было раскрытие идеи и рассказать историю. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что я справился с этим. Ну просто даже я, посмотрев на этот трейлер, увидела немножко себя в части отшельничества, может быть. Вот, интересно то, что у каждого зрителя будет опять будет свое мнение, потому что мне вот это очень интересно, когда после всех моих показов, моих фильмов, зрители начинают что-то такое вот искать, что-то как-то обозначать, что-то как-то вот, не знаю, доказывать, может быть, объяснять. Вот это интересно. Что ждет ваш фильм «Пугало» дальше? Вы будете продолжать участвовать в каких-то фестивалях, мы увидим вас на конкурсах. И самый главный вопрос, когда фильм выйдет на большие экраны, когда мы увидим в кинотеатрах? Будет еще ряд фестивалей, то есть мы уже получаем приглашения от других фестивалей зарубежных. Будет очень большой фестиваль класса А, я пока не могу про него говорить. Но я думаю, что весь следующий год это будет фестивальный период. Я думаю, рассчитываю, что будет примерно 25-30 кинофестивалей у нас. Насчет проката, сейчас мы ведем переговоры с прокатчиками. Скорее всего, это будет российский прокат. То есть мы уже изначально работаем в таком направлении, что нам надо выходить в прокат по всей России, включая Якутию тоже. Мы ориентируемся на весну следующего года. Шикарные планы у фильма. А что касается ваших планов, вы продолжаете работать учителем в школе? Да, я остался работать учителем. У меня есть уже готовые проекты. Сейчас я буду искать каких-то, может быть, инвесторов, продюсеров, может быть, каких-то лиц, которым станут интересны мои следующие проекты. Может, даже зимой, может быть, даже в следующем году
сниму следующий фильм. В 2016 году у вас вышел такой громкий фильм «Костер на ветру». В 2019 году у вас состоялась премьера фильма «Нет Бога, кроме меня». В этом году у вас очередной яркий фильм. Каким режиссером вы можете себя охарактеризовать вот на данный момент? Для меня самое главное оставаться автором, потому что есть ряд предложений, мне предлагают снимать и сериалы, и более зрительские коммерческие проекты. Были предложения с Москвы, но я пока отказываюсь, потому что для меня самое главное оставаться автором, чтобы идея была моя, чтобы сценарий мой был, чтобы фильм мой был. И если фильм получится, это будет успех всей моей команды. Если фильм не получится, это будет ответственность моя. То есть я хочу нести ответственность за то, что я показываю. Я постараюсь работать в разных жанрах. Следующие мои фильмы по сценарию и вообще по структуре, они уже маленько другие. То есть это будут и забавные там фильмы. Есть у меня история жесткая, триллер. Я хочу сделать. Будет оригинальная комедия от Давыдова, да? Получается. Посмотрим. Это будет что-то новенькое. Я не очень люблю раскрывать планы свои. Просто если я смогу это сделать, я это сделаю и покажу. Ну и последний вопрос. Сейчас очень многие называют якутский кинематограф сахавудом. Как вы относитесь к этому термину и каким вы видите этот сахавуд в ближайшие 5-10 лет? И видите ли вы там себя? Потому что у вас очень много приглашений из других регионов, включая Москву. Я очень рад вообще за якутское кино. Я всех поддерживаю. Я очень радуюсь, если у кого-то хороший прокат, либо хорошая фестивальная судьба складывается. Я вижу то, что есть ряд проблем в якутском кино сейчас, оно зреет. Вот я об этом сейчас обратил внимание, то, что в финансовом плане затраты растут, поэтому у нас сейчас есть какой-то определенный потолок, выше которого мы не можем прыгнуть. Поэтому мы не можем делать какие-то масштабные, возможно, сложно постановочные какие-то картины, потому что мы изначально понимаем, сколько мы сможем заработать, сколько мы сможем потратить. Фестивальному зрителю, да, мы интересны, а простой российский зритель, он, наверное, скорее всего, может быть, и не пойдет. Проблема есть у якутского кино, нам надо понять, куда нам двигаться. Я думаю, что нам надо все-таки не замыкать себя в масштабах республики, то, что вот мы там якутское кино. Мы не якутское кино, мы часть всего мирового кино. Вот нам надо воспринимать себя так, то, что мы часть мирового кино. Чтобы мы говорили с зрителями разных стран на одном языке, чтобы это было не только там кино про нас, для нас, а чтобы это кино было общее. Вот я стараюсь воспринимать себя не как якутский режиссер, не как там российский режиссер, а как режиссер вот такого формата мирового. Удачи вам, процветания и много-много таких же ярких побед, как на Кинотавре. Спасибо за интервью. Спасибо.